Винокурова Антонина Борисовна, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Родилась 6 июня 1963 года в селе Чурапча, Якутская АССР. Окончила в 1984 году Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания. Специальность – бухгалтерский учет с квалификацией экономист. В 2005 году Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, специальность государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность Антонина Борисовна начинала экономистом, финансистом Намском райбыт-управлении. Имеет большой опыт работы в муниципалитетах, органах государственной власти. Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования Российской Федерации, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики, заслуженный экономист Республики Саха-Якутия. Награждена медалью Федеральной антимонопольной службы за отличие в службе. Руководит Государственным комитетом по ценовой политике республики с 2014 года. Добрый вечер, дорогие телезрители канала Якутия-24 и подписчики странички правительства Лайф. Пятница, 18:15 и по обыкновению руководители органов государственной власти на прямой, абсолютно прямой, прозрачной связи с населением через Инстаграм и в нашем телеэфире. И сегодня мы приветствуем руководителя, председателя Государственного комитета по ценовой политике республики Антонину Борисовну Винокурову. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы посмотрели, я как раз и создавал вот эту визитку, и был как бы приятно. Давайте вопросик вначале такой неформальный, который касается. А вам никто не говорил, что вы не туда пошли в экономику? Из такой поющей семьи. Ну, конечно, я из поющей семьи, но это не значит, что все прямо должны быть профессионалами, конечно. Но в молодости я тоже пела. У нас было трио в деревне, в Хамагате, Намского улуса. Мы гастролировали, участвовали во всяких республиканских конкурсах. Всегда занимали почему-то второе место. Поэтому решили сами организовать республиканский конкурс дуэтов и трио, и 3 раза его организовывали. Это в Хамагате? В Хамагате, да. Вообще, Хамагата очень такое креативное место. Я помню, вот ансамбль бального танца, который хамагатинский, да, «Радуга», да. Очень активные, вроде бы обычные сельские люди. И сейчас там очень хороший танцевальный ансамбль есть. Ну, хорошо. Не только танцевальный, много. Да, это такое неформальное вступление к нашей очень серьезной, на самом деле, беседе, поскольку органы, те, которые регулируют тарифы, являются, ну, скажем так, ключевым звеном, с которым сталкивается любой из нас. Да? Ну, все мы переживаем сейчас коммунальную революцию, которая связана с твердыми коммунальными подходами. И вот первый вопрос, который во время репетиции вот я задавал, дал вам возможность подготовиться. Да? Вы Государственным комитетом руководите уже 5 лет. До этого работали и в различных должностях там же. Да? Ну, в смысле, не новичок, скажем так, отнюдь не новичок в данном органе государственной власти. На вашей памяти когда-нибудь было снижение цен для населения, тарифов? Снижение тарифов было в 2017 году на электроэнергию для предприятий и предпринимателей. Вот это, наверное, все помнят. И когда это выравнивание со среднероссийскими тарифами случилось, мы внесли предложение о том, чтобы одновременно с этим решением, чтобы позволили нам принять решение о снижении тарифов на все виды коммунальных услуг. Потому что в составе этих затрат сидит электроэнергия. И на долю затрат электроэнергии мы снизили все тарифы на коммунальные услуги. На тепло, на воду, на канализацию. И в том числе тогда, в 2017 году, по водоканалу города Якутска было снижение немного. Для населения тоже коснулось, потому что он не получает межтарифную разницу, тогда не получал. И некоторые тоже поставщики тепла в городе тоже там было снижение, которые не получают межтарифную разницу. Там, где нет льготных тарифов, то есть их тариф равен льготному тарифу. Вот там было снижение. Где-то штук 20, наверное, поставщиков мелких было. Все-таки было. Один раз. В недавнем прошлом абсолютно, да. Но уже подписчики наши подключаются и всех интересует. Когда и насколько в этом году будет повышение тарифов на коммунальные услуги? Ну, как мы все знаем, у нас тарифы на коммунальные услуги меняются с июля последние годы.
И в этот Это раз в год, да? Этот год не исключение, но по размеру индекса этот год вот получается самый низкий размер индекса. С учетом того, что вот в январе был пересмотрен тариф на разницу НДС на 1,7%, сейчас нам дали с июля индекс 2,4%. Индекс на уровне среднего по России. И вот в пределах этого индекса мы, значит, делаем дифференцированные подходы к каждому виду услуг, по каждому виду тарифа. Допустим, на электроэнергию 3,1%, допустим, на газ еще решение не принято, но там тоже не превысить 3%. И так далее. А на тепло у нас мы решили сдержать тепло, 0,8% вот довели, да, утвердили, вернее, но чуть-чуть поднять холодную воду. Потому что все-таки затраты на тепло в квартплате занимают львиную долю. Половину квартплаты коммунальных услуг занимает тепло. А вода, она все-таки, мы считаем по нормативу, а люди, когда ставят счетчики, они, конечно, потребляют намного меньше. По нормативу у нас в день должно расходоваться 1,5 бочки на одного человека. Но такого, конечно, нет. 350 литров, да? Да, 350 литров вместе с холодной и горячей водой. Конечно, когда ставишь счетчик, уже так не платишь. Уже платишь уже намного меньше. Поэтому вот на воду вот было принято такое решение. Я вот всегда призываю, знаете, представителей двух профессий. В первую очередь юристы. Вот когда юрист начинает передавать свои мысли, он переходит на определенный такой профессиональный очень язык. Да. То же самое Я и мы. всегда говорю товарищам экономистам, да, неважно кому, вообще экономистам, представителям экономической профессии, тоже давайте говорить понятным языком, потому что вот обычный человек, когда получает квиток, да, ну я не знаю, там такая китайская грамота. Такая китайская грамота. Вот я, обычный человек, сижу, когда получаю квиток за коммунальные услуги, при всей моей подкованности. Но зато там все видно. Там все видно. Были времена, когда я начинала работать ценовиком, еще в Улусе, квартплата выглядела в виде одной строки. Квартплата, и все. И ничего там не было понятно. За что платишь, почему платишь, кому платишь, сколько платишь, ничего не понятно было. Сейчас все прозрачно и ясно. И понятно, за что, где можно сэкономить, допустим, по воде сэкономишь, тогда это отразится и на канализации, допустим, да, по отоплению, что тебе должны сделать перерасчет по итогам года, если есть общедомовой теплосчетчик и так далее. Вот это все стало прозрачно. А жилищные услуги сейчас же население само утверждает. И там можно и, допустим, и консьерж, вот многие консьержи появились, да, во многих домах. Видишь отдельно их затраты, допустим. Дворника. Да, дворника отдельно видишь, видеокамеры некоторые ставят, видят эти затраты отдельно. Озеленение даже есть у некоторых, садовника, скажем так, во дворе держат. Поэтому все стало прозрачно. Самое прискорбное в этом моменте то, что твердые коммунальные отходы перешли из жилищных услуг в коммунальные и стали тарифицироваться. Ну ладно, чуть попозже. Подписчики наши спрашивают, как осуществляется перерасчет на водоснабжение в дни, когда отключают воду? Если у тебя в квартире стоит счетчик, в дни, когда отключают воду, ты он просто не будет платишь. считать, да. Просто не платишь. А если счетчика нет по нормативам, то там уже посложнее. Там уже надо доказывать, актировать и так далее. И когда вот уезжаешь в отпуск и так далее, там тоже вот авиабилеты предъявляешь. Ну, сейчас везде, практически везде стоят счетчики, поэтому уже по счетчику платим. Угу. Счетчики. Ну, счетчик счетчику рознь. Многие эксперты говорят о том, что еще о грядущей, скажем так, коммунальной такой реформе, когда правительство обяжет, установить так называемые диспетчеризованные счетчики. Да? Но, правда, газовики ввиду, видимо, очень сильного лобби отказались от этого, отказываются от этого, но все-таки электросчетчики и вот как раз счетчики на водоснабжение, если они все равно все-таки будут диспетчерированы, я думаю, что плюс, наверное, будет больше, потому что все-таки, когда человек раз в месяц, нагнувшись вот каким-то вот таким образом, да, где-то там светя фонариком, начинает считывать свои показания, потом давать куда-то в управляющую компанию и так далее, это все-таки 21 век надо быть. Перейдем все-таки сезонные вопросы. Вот водоснабжение, поскольку мы коснулись, да, а если водопровод это дачный, летний, и вот как тариф? То есть получается, если у нас не ТСЖ, а как там
Ну, здесь это Дачное уже, сообщество, да? здесь это уже не подлежит государственному регулированию. Там уже дачники своим вот Кооперативы. дачным кооперативам, они собираются и решают, сколько платить за воду. Потому что воду там они обычно сами качают, ставят насос там в озеро, сами качают, поэтому там уже решают, сколько там затрат надо, чтобы погасить. Потом еще содержат вот это все имущество, трубопровод проводит и так далее. Мастера Поэтому, вызывают. да, поэтому это решают каждые дачные кооперативы самостоятельно. Ясно. Хорошо, давайте перейдем к, вот, уже касались сегодня, да, твердые коммунальные отходы. Они были жилищной услугой, стали коммунальной, стали тарифицироваться. И в пик, скажем так, обсуждений, прений по данному вопросу, вот помните, были там подушевно или поквадратно, очень многие. И один из всплесков был тогда, когда говорили, что есть предпосылки снижения уже установленного тарифа. Да. Так будет или нет все-таки снижение? И от чего это зависит? На ТКО именно. Ну, сейчас мы ждем, правда, долго еще, что-то не принимается решение долго, да? Ждем, что все-таки снизят ставку на НДС или обнулят ставку НДС на региональных операторов. Тогда, конечно, тарифы будут пересмотрены для населения, ну и вообще для всех. Вот это ждем. А все остальное, то, что говорилось до этого, да, это все у нас уже учтено в тарифах. Мы когда утверждали тарифы, мы уже знали, что будет такое законодательство, сами законы были уже приняты, и мы на основании их уже тогда снизили тарифы, когда принимали. Если бы мы тогда это не учли, эти законы, то как другие субъекты, у нас тарифы были бы выше, и нам бы сейчас их надо было бы снижать. А мы в свое время своевременно это учли. Ну, очень многие субъекты называют списки тех, которые заваливают, скажем так, мусорную реформу, да? Но это в основном южные, наших соседей, дальневосточников, слава богу, нет. И вроде бы наш регион тоже не называют. Но все-таки, как вы считаете, как гражданин, как человек, да? Как якутянин, вообще по справедливости ли было вот это повышение или нет? Дело, вообще реформа, для чего вообще она началась? Конечно, нам надо научиться обходиться со своим мусором цивилизованно. То, что творится у нас на свалках, такое продолжаться дальше, конечно, не может. Потому что свалка не только в городе Якутске уже в таком состоянии, да, но даже в деревнях. Вот чуть-чуть выедешь, и уже свалка вся бесхозная, никто за ним не смотрит, коровы ходят, собаки ходят, все там разбросано, все там птицы летают и так далее, да. Вот это все, конечно, все должно быть потом приведено в такое цивилизованное состояние, когда мусор начинает перерабатываться, раздельно собираться, извлекаться полезные фракции, перерабатываться в товар следующий. Или если, допустим, это далекая деревня, кстати, мы и на Арктике сейчас утвердили тарифы. Если это, допустим, очень далекая деревня, то, может быть, придумать способ, допустим, обезвреживания на месте. Те же мусоросжигательные установки, допустим, поставить. Или сделать такую сортировку, чтобы можно было безболезненно там держать в течение года, а потом один раз в год вывозить. Вот такие методы сейчас будут внедряться в рамках тех тарифов, которые мы утвердили. Опыт показывает, что до разделение в том виде, который в Европе применяется, да, нам как до Луны пешком, да? Дело же не в разделении. Разделение мусора в квартире, допустим, да, и в доме, это конец фильма, скажем так, да. Надо начинать с того, чтобы понять, как перерабатывать эту же пластмассу, эту же бумагу, куда ее девать, как перерабатывать, что из нее делать, будет ли это рентабельно, должны появиться предприниматели. И вот когда они появятся, вот тогда уже начинать раздельный сбор уже здесь. А сейчас, допустим, разделять сбор, везти и все на свалку в одно место захоронять, смысла нету. Поэтому здесь надо вот с этого начинать. Начать именно понять, как мы будем перерабатывать, и тогда начать раздельный сбор. Очень возмущенный товарищ у нас в Инстаграме спрашивает, я не могу не задать этот вопрос. С 1 июля повышает цену на продукты, на автомобили, на ГСМ, на алкоголь. А что из вот этого списка обширного, да, вы регулируете? Из списка обширного мы регулируем жилищно-коммунальные услуги. В расходах граждан, в доходах граждан расходы на квартплату вообще составляют 7%. То есть мы регулируем вот эту часть, да, жилищно-коммунальные услуги. Транспортные услуги в некоторой части регулируются. Допустим, автобусные вот эти перевозки, да, регулируются.
А авиаперевозки, здесь, конечно, уже сложности, здесь не регулируется ничего. Мы, вот решением правительства принято решение регулировать только перевозки с райцентров до наслегов в северных улусах, где вообще ничего другого вообще вида транспорта нету. Вот там уже субсидия выделяется, и там люди платят где-то примерно 30% от действительной стоимости. Ну вот эта доля еще есть в расходах населения. Но еще у нас в связи с тем, что мы северный субъект, у нас дано право регулировать торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары. Но это, конечно, надо делать прежде всего в Арктике, потому что туда еще у нас продовольствие завозится с господдержкой, это надо смотреть. И осенью тоже вот овощи туда идут с господдержкой, это тоже смотрим. Ну вот эту вот часть, если посчитать, то я даже когда-то считала это все, да, государство где-то регулирует где-то около 30% расходов населения у нас в республике. Пока. Пока. А в других субъектах практически только жилищно-коммунальные услуги. 7 или, ну, у нас 7%, у них, в пределах 10%. 12, да? У них 10-12 там бывает. Давайте немножко отвлечемся от таких вот очень больных, тяжелых вопросов. Да? Легкий такой блиц. Лучший отдых – это что? Природа, дача, театр, кино? Природа, конечно. Просто выезжать. Истину вам говорю, и в этом я согласен тоже. Что для вас значит ваша большая семья? Моя большая музыкальная семья для меня значит очень много. Это моя гордость прежде всего, гордость достижениями моих братьев, сестер, моих родителей, гордость книгой моей мамы. Это моя надежда в части молодых членов нашей семьи, что они также будут с честью нести знамя нашей семьи, скажем так. Ну и опора в связи с тем, что я всегда знаю, что это самые близкие мне люди, придут на помощь всегда. А кому за советом, за поддержкой вы пойдете в первую очередь? Ну, если нужен совет по работе, я обращусь обязательно к Валентине Ивановне Лемешевой. Это мой наставник, это мой руководитель, это моя служебная мама, скажем так, да, я ее так называю. Если это какие-то семейные проблемы будут, то, конечно же, сестры. У меня старшая сестра и младшая сестра, они всегда дадут самый мудрый совет. Самое яркое воспоминание из вашего чурапчинского детства? Мое чурапчинское детство связано с Мандагаем. Нас летом туда увозили к бабушке, дедушке, добрейшие души люди были. И я себя помню, все время на Амге мы с утра до вечера там купались. И дом находился далеко, и пока до дома идешь, опять жарко становится, и не доходя, обратно идешь. И вот так целый день туда-сюда и купались. Пляж, дорогие друзья, пляж – это самое яркое воспоминание. Амга, да. Можно сказать. Ваши фирменные блюда? Да, готовить-то не удается часто. Ну, французское, вот мясо по-французски любят дети мои, когда приходят на выходные. Иногда удается их угостить. Некоторые расшифровывают аббревиатуру ЖКХ как «живите как хотите», да? А вы как 3 словами охарактеризуйте, пожалуйста, вот это все. Ну, я это называю так. Живем, конечно, хорошо, но есть отдельные проблемы. Живем, конечно, хорошо. Да. Но есть отдельные проблемы. Есть отдельные проблемы. Ну, я тут запнулся слегка, да? Редко кому удается меня удивить, на самом деле, потому что вы видите контрапункт какой, да? Живите как хотите, живем, конечно, хорошо. Отлично. А что такое счастье? Счастье – это когда любишь своего супруга, когда любишь своих детей, когда любишь свою работу. Все это вкупе, наверное, счастье. Счастье – это любовь. В том числе и Юлия Джол. Спасибо. Давайте все-таки перейдем опять к нашему тяжелому, тяжеловесному, очень серьезным моментам. Да? Анонсировали ЖД-пассажирские сообщения. Да. 27 вот июля запустится. Да. Сколько же будет стоить, к примеру, Якутск? Да, мы, Нижний Бесьях, не да, вот поезда пойдут, и уже с федерального бюджета уже предусмотрена субсидия на разницу тарифов, потому что понятно, чтобы доехать до нас, это, конечно, стоит намного дороже, чем в средней полосе России, но ездить мы будем по тем тарифам, единым российским прескурантам. Допустим, на плацкарте это будет 7800 до Москвы. 7800? 7800, а в купе это будет 12800. Но вот неделю будет, почти. Да, да. Как бы, да? До Нирингри можно будет доехать за 900 рублей сидя, вот рядышком, вот так, в общем вагоне, да, 1500 плацкарт и 2400 купе.
Вот так. С комфортом. До Благовещенска 4000. 4000. Якутский экспресс анонсируем, товарищи, общий вагон, плацкарт и купейный. Человек спрашивает, отказали на основании того, что не хватает мощности подключения к электрическим сетям. И выставили, ну, сами понимаете, какой счет. Нет, энергетики, они не отказывают, когда нет мощности. Да. Они просто выставляют ту необходимую сумму, которая им нужна. Да. Но здесь надо посмотреть, у нас есть льготный тариф для населения и для мелких предпринимателей до 15 киловатт. У нас есть вообще 550 рублей. А до 150 киловатт там льготный тариф где-то около 13 тысяч. Это дополнительная льгота была введена в 2017 году. Около 13 тысяч. А если выше уже, это уже крупные предприятия, они уже платят по стандартизированным ставкам. Там уже дороже. Поэтому отказать не могут. Отказать не отказывают, но выставят... Вот человек, да, подчеркивает, что выставили такой неподъемный счет. Нет, физическому лицу отказать не могут. Ну, не отказывают, да. Ну, наверное, предприниматель спрашивает, наверное, крупное предприятие какое-нибудь, в котором нет технической возможности подключить, и поэтому считают вот по ставкам, которые включают в себя вот работы, чтобы довести до него эту электроэнергию. Если есть возможность, уточните, пожалуйста, ваш статус. Вы предприниматель или все-таки частное лицо? Мы говорим о тех присоединениях к электрическим сетям. А вот есть, ну, не то что больной, да, но многие говорят, очень дорого. Газ. Газ? Сам, да. Газ? Ну, подключение. Подключение? Да. Подключение на газ давно уже недорого. Уже который год, третий год, по-моему, уже у нас действует льготный тариф. Стоит, значит, если у тебя дом находится на расстоянии меньше 200 метров от газопровода уличного, ну, как правило, оно меньше, да, и если, чтобы довести газ до тебя, не надо строить там вот эти вот редуцирующие установки, ну, в общем, перерабатывающие ГРП вот эти, да, тогда это стоит 52 тысячи. Льготный тариф у нас действует давно уже. 52 тысячи. Ну, да. Тариф, конечно... Это раньше, да, раньше по 200 тысяч получалось, там по 300 получалось, конечно, были эти. Но если у тебя дом находится дальше этого расстояния, если у тебя мощность большая дома, если даже ты близко, но у тебя мощность выше 5 кубов в час, тогда уже стандартизированные ставки. Опять же взываю не к совести, а к статусу якутянина, да, гражданина республики. Установленные транспортирующие компании, да, тарифы на объемы газа. Угу. Как вы считаете, вот они соответствуют действительности или нет? Вообще цена на газ у нас, она, я считаю, что она нормальная, она недорогая. Но по сравнению с Европой, да. Цена на газ по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, она нормальная, на нормальном уровне находится. Хотя, учитывая наши большие расстояния газопроводов и маленький объем потребления, могло бы быть и выше. Цена нормальная, у нас другая проблема. Дело в том, что мы платим по счетчику за газ. А когда в квартире центральное отопление, платишь 1/12, да, в течение года по равной. А когда у тебя газ, ты летом не платишь, а зимой платишь, и, естественно, в декабре, в январе, феврале большие расходы идут. Вот из-за этого все думают почему-то, что у нас цена на газ высокая. У нас цена на газ невысокая, у нас объем потребления большой в связи с климатическими нашими особенностями и в связи с долгой зимой. Вот поэтому здесь надо только энергосбережением заниматься, утеплять хорошо дома. Вот эти, мы сравнивали, да, вот котлы, да, вот эти вот современные котлы, они дают экономию прямо до 2-3 раз потребления газа. Не только котлы. Можно не только котлы, вашу но... руку, поскольку я все-таки... Ну и сам дома утеплять надо. Да, жить в Якутии и очень радостно говорить, я живу в деревянном доме, это я считаю, вот, это топить тундру. Вот, да. Заслуженный экономист республики подтвердит мои слова, поскольку запах дерева, конечно, запахом дерева, да? Но деревянный дом – это одно большое решето, через которое, ну, еще раз говорю, ваши деньги просто улетучиваются. Ну и деревянный дом можно утеплить, почему нет? Вот, да, есть хорошо сейчас. Очень много. У вас, кстати, утепленный дом, дача? Ну, или на даче? На даче пока у меня печка. Печка? Вообще еще ничего нет. Печка! Это же нонсенс. Ну, ладно, будем надеяться, что в скором времени появится современный, скажем так, с Wi-Fi котел, и будет чем регулировать, скажем так, отопление. Цены на бензин. Все-таки я вот являюсь участником вашего общественного совета при Госкомцен, да, и очень трепетно, ну, поскольку
век электромобилей еще не наступил. Да? И ГСМ у нас, вся большая техника на тяжелом топливе, ну, автомобили в большинстве своем на бензине ездят. Все-таки имеют ли право продавцы, вот, ну, кроме Саханефтегазсбыта, у нас все компании частные получаются, да? Устанавливать вот бешеную такую стоимость имеет ли право вообще? Мы, как государство, да, и то только в связи с тем, что у нас крайний север, нам дано право регулировать только торговую надбавку, то есть затраты нефтебаз и затраты АЗС, только их содержание. Без разницы, частное там государство? Да, и вот это вот в конечной цене бензина, вот то, что мы регулируем, занимает от силы 10%. Все остальное, 80% практически, это цена завода-поставщика. Поэтому мы полностью зависим от того, по какой цене нам продадут и по какой цене мы сможем найти этот бензин у заводов. От цен заводов-производителей зависим. Полностью. Зимой же была анонсирована заморозка цен на нефтепродукты. Но, нет, как многие говорят, она действовала буквально 5 минут. Нет, ну не 5 минут, конечно. Это было зимой, и до 1 июля это соглашение было заключено правительством Российской Федерации с нефтяными компаниями. Поэтому это пока действует. На 1 ну, с июля же будет. Ну, я не думаю, что будет такой большой всплеск прямо рост, и все равно правительство будет вмешиваться, если что-то там будет происходить. У многих структур есть, ну, как бы курирующие, скажем так, надзорные органы. А кто контролирует вот вашу деятельность как ценового регулятора? Наверное, легче спросить, кто не контролирует, наверное. Ну, давайте начнем. У нас есть общественный совет, членом которого вы являетесь. Да. Кстати, цены на нефтепродукты посмотрим в сентябре. По какой цене вот именно закуп получился, да? Так, у нас есть, ну, коллегия, это понятно, у всех есть. У нас есть межведомственная ценовая комиссия, возглавляемая председателем правительства, где мы решаем, да, принимаем решения, общие подходы и какие направления будем принимать решения. Так, а из контролирующих нас проверяет постоянно прокуратура, такого уже проверили. Так, значит, нас проверяет счетная палата. Так, значит, и у нас самый главный контроль у нас это Федеральная антимонопольная служба. Это вышестоящая организация. Допустим, у нас даже мое назначение идет через них, через их согласование. Да, это вышестоящая организация, там не то чтобы контроль вот так изредка, да, изредка тоже контроль. По плановой проверке, кстати, на прошлой неделе у нас проверка была. Приезжали представители Федеральной антимонопольной службы, набрали все материалы и уехали, сейчас будут писать акт. Они были 10 дней. А помимо этого, Федеральная антимонопольная служба имеет информационную систему, через которую они вообще все видят. Все, что мы утверждаем, как мы посчитали, как мы контролируем что-то, допустим, выполнение там каких-то программ и так далее. Это все отчитывается. Как вот тарифы для населения утвердили. Буквально до каждой деревни доходит. Огромная большая информационная система, в которой мы ежемесячно отчитываемся. Какие мы решения приняли. И сейчас ФАС прорабатывает идею очень хорошую, да. Они будут делать такую программу, которая будет позволять до принятия решения, прям как светофор они называют, да, высвечивать, что вот тут собирается что-то нарушить. И он будет сразу показывать, что вы собираетесь принимать неправильное решение. Но я надеюсь, что у нас светофор всегда будет гореть зеленым светом. Но это вполне возможно. Да, я вообще верю в то, что фантастика, она всегда была реальностью в каком-то другом измерении, и потом случаются вот эти прорывы. Антонина Борисовна, у нас минутка буквально остается. Да? Назовите вот за вашу всю трудовую биографию, что самое полезное вы сделали? Я работала 4 года замом министра ЖКХ, тогда министром был Колодезников Алексей Зачемович. Вот это время мы очень плодотворно отработали с ним, и команда хорошая была. Было создано агентство субсидий, которое соединило в себе субсидирование всего населения. Была создана информационная система «Дом онлайн», которая сейчас успешно работает. Придумали схему финансирования водозабора, каким образом его построить. И придумали схему финансирования вообще по строительству котельных. Вот эти самые большие достижения. А здесь у меня, конечно же, выравнивание тарифов, когда было, мы настояли, чтобы снизили тарифы на все виды услуг, и переход на поселенческие тарифы по теплу. У нас руководитель, председатель Государственного комитета по ценовой политике республики Антонина Борисовна Винокурова была в прямом эфире программы «Правительство Лайф». Увидимся ровно через неделю. Спасибо.